Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Мой Кыргызстан». Меня зовут Денишбекова Назира. Сегодня у нас в гостях очередной замечательный кыргызстанец, о котором бы мы хотели бы рассказать, потому что мы гордимся Адилетом Жумабековым, потому что вы в 10-м сезоне прошли второй тур, правильно? Спасибо большое, что пришли к нам на передачу. И, конечно же, я знаю, сейчас у вас, наверное, куча интервью. Сколько уже было интервью на сегодняшний день? Да, я, наверное, поздороваюсь. Здравствуйте. Я просто сразу ушла. С того момента, как я прилетел сюда, получается, вот, после второго тура, уже 5-е интервью здесь. А после первого тура? После первого, там было тоже 2-3, наверное, а больше нет. Вот сейчас прям и первый тур посмотрели, и второй тур посмотрели, все заинтересовались, мне кажется, и начали звать. Понятненько. Ну, наверное, начнем с самого начала, с истока, с вашего детства. С какого возраста вы начали петь? Я пою вообще с детства, со школы. Я научился играть на кумузе. У меня мама играет на кумузе и поет, получается. Вот. И с детства пою, потом как-то научился играть на гитаре. Мы с моим другом, с Джонни, который поет «Good to My», все, наверное, знают. Вот. С ним начали развиваться по направлению гитары. Вот со школы мы в школе пели, были звездами там. Нас звали Сауле, потому что мы пели песню Сауле. И всем эта песня нравилась. Да, хитовала в те годы. Хитовала, да. И вот с детства пою. У меня семья, вообще все поющие. У меня старший брат поет, потом второй брат поет, я третий тоже пою, как вы заметили. Потом младший брат тоже поет. А самый старший брат почему-то выбрал профессию дальнобойщика, не знаю почему. Все поют, а он дальнобойщик. Вот так вот. Но в семье не без уродов. Вы прям юморист, я надеюсь, ваш брат понимает ваш юмор. Да он и не увидит. А он и не увидит, да, он все время в дороге. У него нет времени. Понятненько, хорошо. И насколько я владею информацией касательно вашей семьи, вас воспитывала одна мама. Да. Ей, наверное, было очень тяжело. Ей было очень тяжело. В тот момент я еще не понимал. Вот сейчас я иногда сижу и думаю, какую жизнь она прожила. Мне так жалко ее, с одной стороны, но так горд, потому что она не сломалась, она воспитала нас достойно, вырастила, поставила на ноги. И я просто восхищаюсь этим человеком, честное слово. Я заметила у вас в Инстаграме, что она настолько такая продвинутая, идет в ногу со временем, где она в Кугуме вместе с вами, вы делали эти фотосъемки, она такая озорная у вас. Да, она современная и, да, как вы сказали, в ногу со временем. Вот недавно она захотела прическу изменить, она хочет вот здесь вот побрить, вот так, на лысо вот здесь. И как у Рианы, помните? Да, у прическа Рианы была, вот, она так хочет сделать. Ей 60 лет. И я горжусь ей. Нет, это замечательно, конечно, что когда родители, они в ногу со временем. Да. Как относятся вот другие братья к маминой идее? Моя семья, она вообще сама современная. К таким вещам они прям положительно относятся. Мы поддерживаем ее, потому что это ее жизнь, пусть делает, что хочет. Правильно. Потому что она настрадалась, можно сказать, да. И сейчас все мы можем там обеспечить себя и ее, получается. И хочется, чтобы она делала все, что захочет. В тот момент она не могла это делать, потому что мы были. Понимаете? Она не могла себе позволить, потому что у нее была цель зарабатывать, чтобы поднять 4 детей. И еще это времена 90-х, это были тяжелые времена. И она пережила это все. Хороший человек. Уважение мама. Таким, да, одним словом, мама. Да. Это вот вчера был день матерей, и я выставляла у себя в Инстаграме пост о том, что мама как пуговки, на них все и держится. Да, конечно. Поздравляю. Я опять-таки следила за вашим Инстаграмом, у вас родилась дочь. Да, нам 3 месяца. Ой, какая прелесть. Как назвали дочь? Ранель. Ранель? Почему Ранель? Мы с женой очень долго выбирали имя.
Мы не знали, кто родится на самом деле. Мы до последнего, и жена не знала, и я не знал. Вот когда она родилась, тогда и узнали, что это девочка. Но у нас два имени было, получается. Если пацан родится, Алан будет, если девочка, то Ранель. Вот. И вот. Это, ну, мама чуть-чуть не хотела, давайте кыргызча какое-нибудь имя. Я такой... Айпири. Нет. Айгуль, да? Нет. Джармагуль. Да-да-да, к примеру, Джармагуль, да. Я захотел и... Смысл имени Ранель? Одаренная Богом. Одаренная Богом. Мне кажется, имена влияют на жизнь человека. Абсолютно. Я в этом убежден. И одаренная Богом, Ранель, мне кажется, она станет очень такой человеком, который, возможно, будет помогать другим людям своим даром. Я надеюсь на это. Смотрю на вас, когда вы высказываете о вашей дочери, такой блеск в глазах, вы прям гордитесь вот своей как дочкой. иначе? Как иначе? Это Нет, просто понимаете, психологи, они всегда говорят, да, даже психологи утверждают, что материнство у нас зарождается уже с утроба. Мы мамами уже становимся с первых дней, когда только начинает зарождаться жизнь. А мужчины, они становятся папами, по сути, когда время проходит. То есть вы со временем начинаете адаптироваться друг к другу, да, к ребенку, ребенок к вам. И вот психологи доказывали, что отцы, они становятся отцами. Осознание, что я отец, вот эта гордость, она приходит не сразу к мужчинам. Но смотрю на вас, как будто бы вот с самого рождения, как только взяли, вы осознали. И это действительно восхищает. Я могу сказать, что мне друзья, много из моих друзей говорили то, что вот когда ребенок рождается, у тебя не будет пока чувств, мне говорили. И я потихоньку начал в это верить. И вот дочка родилась, а мой друг один говорит, да и даже иногда ты будешь забывать, что у тебя ребенок, говорит. И я такой, блин, ну ладно, посмотрим. Дочка родилась, я еще в Москве был тогда. На один день опоздал. Я 23-го прилетел, она 22-го родилась. И жена мне отправляет фото. Поздравляю, у вас дочка. И с того момента, не знаю, как у других, но у меня прям сразу чувство появилось. Я на нее посмотрел, и все, я влюбился. И все. И с того момента у меня прям... чувство ответственности появилось, прям все, ради нее только, все я должен сделать, я должен двигаться. И потом я не понимаю вот тех моих друзей, которые говорили, ты будешь, это чувство у тебя потом будут появляться, да? Нет, я их не понимаю. Как можно не любить такое чудо, блин, она родилась такая маленькая, и блин, я не могу даже объяснить. Не знаю. Мне кажется, это от самого человека зависит, как он мыслит. Но я честно, я реально хотел дочку изначально. Изначально хотел дочку. Всегда мечтал о дочке, и вот у меня дочка. И у меня жизнь поделилась на до и после. Я всегда всем сейчас в интервью тоже говорю, то, что свою жизнь до своей дочки я представляю как сон, как будто прям это не жизнь была, а просто так. Существование. Да. И сейчас я думаю, то, что после рождения моей дочки моя жизнь только начинается. И хочется жить, хочется что-то делать, прям ильхом приходит. Мотивация прям нереальная. И энергия появляется, да, и желание да, что-то творить такое, создать для дочери прекрасное будущее. Вы знаете, слушая вас, действительно, аж мурашки по коже, потому что социум, к сожалению, да, нас делает социум, мы рождаемся, особенно нас делает социум. И вот когда вы приводили в пример своих друзей, которые говорили, да, что все у тебя со временем появится, а вы просто вот реально пошли вот против какой-то этой системы, да, можно так сказать, быть, и медленно, тихо мы переходим к тому самому видеоклипу последнему. Ага. Вот, а в этом видеоклипе, насколько я поняла, тоже идет борьба против системы. То есть вы по-своему, «Адилет» — это справедливость же переводится. Да. Вот, и вы по-своему, как борец за справедливость, хотите, вот, наверное, уже с ваших слов, с этого интервью, очень многие молодые, наверное, ребята, они осознают, что все-таки вот этот стереотип, что
отцовство появляется со временем, будет стираться, Мгм. что жизнь до рождения и Я после надеюсь на рождения, это, то, да. что да. И получается, что не просто так вы отсняли этот видеоклип. Когда я писал, то есть, когда мне написали эту песню, то есть, это была моя идея, и разные там эти приходили сценарии, как можно снять этот клип. И человек, который снял этот клип, это его предложение, это его идея, сценарий, все. И он предложил, давай вот так вот снимем. Я поддержал его. Там, конечно, там не впрямую говорится про систему, да, но мы хотели показать, если человек задумается, то он поймет этот клип. Но сейчас в наше время люди не хотят думать. Сейчас они хотят просто, чтобы все было понятно, не хотят задумываться о том, что сейчас, что вообще в мире происходит. Как На говорится. автопилоте. Да, на автопилоте, да. И всех это устраивает, понимаете? Это самое плохое, мне кажется. Все мы спим на самом деле. И хочется, чтобы кто-то проснулся, одумался и начал думать, все ли я правильно делаю, все ли правильно делают с нами. Вот. А клип вот прям про это. It's time to awake, да? Действительно, я листая, вот буквально в прошлом выпуске у нас был режиссер индийский Тони Сингх, и он тоже очень интересно преподнес индийская песня, режиссура была сделана полностью им. Здесь они перепели эту песню, начало и припев поются на индийском, далее с нашими же звездами пропелся рэп, на английский переведен, и потом они перевели эту песню на киргизский и на русский, то есть под смыслом, что чтобы эта песня была понятна каждому и доступна каждому, и покорила, получается, сердце каждого. Я, когда увидела видеоклип, я была покорена, и даже в своем выпуске я говорила, что, к сожалению, вот нашим песням с посмыслом, действительно, у нас шикарные песни, хорошие слова, с таким глубоким смыслом, но не хватает немного режиссуры. И тут, получается, после выпуска с Тони, я, готовясь к выпуску к вашему, увидела ваш видеоклип, и я была покорена о том, что все-таки нет, я была не права. Есть, оказывается, режиссеры, которые могут действительно как-то углубленно смотреть и тоже преподносить очень интересно. Причем песня, да, как вы сказали, с таким философским смыслом. И тут вы, получается, там, как борец за справедливость, вы же в главной роли, вы встаете против системы и взываете народ, получается, проснуться, открыть глаза и сказать: стоп, мы же не животные, чтобы нами руководили. То есть мы действительно должны сами управлять своей жизнью. И я очень надеюсь, конечно, вот эта ваша песня прям под стать подошла бы, если бы вы еще баллотировались в ЖК, поверьте. Нет, я туда не полезу никогда. У меня папа покойный, он всегда говорил: если ты не хочешь идти в политику, не переживай, политика всегда придет в твою жизнь. Так что я не удивлюсь, если через 5 лет вот этот видеоклип будет вашей такой пропагандой, и вы, да, проснитесь, пора время проснуться. Посмотрим. Сколько всего видеоклипов было снято? У меня где-то 6 клипов. И все они были сняты вашим одним режиссером? Да, одним А можно узнать имя режиссера? Его зовут Манас. Манас. Манас Абиш. Псевдоним Манас Абиш, а зовут его Манас. Вот. Он тоже такой, мыслит неординарно. Он тоже хочет творить прям вот творчество. Сейчас у нас очень много клипов, где просто кто-то за кем-то бегает, потом кто-то отвернулся, а тот плачет, сидит. И все, прям все понятно. Все. А он хочет делать прям вот искусство, творчество, чтобы был какой-то смысл. И этот человек, я надеюсь, то, что он не остановится на клипах, он дальше будет снимать фильмы, чтобы также разбудить тех, которые до сих пор спят. Я на это очень надеюсь. Я буду его поддерживать во всяком случае. Он хороший друг, можно сказать, хороший семьянин и очень талантливый человек. Я думаю, что следующий год для режиссера нашей страны будет очень важный.
можно так сказать, да, опережая события, хотелось бы сказать, что все-таки вот разговаривая с предыдущим гостем моей программы Тони Синхом, было обговорено о том, что даст Бог, будет объединение и будут сниматься совместные фильмы совместные. Я думаю, что, наверное, я укажу все-таки на вашего друга Тони Синху, потому что таких талантливых, вот я действительно была поражена, потому что я говорила, что нет, вот снимают стандартные видеоклипы, либо на зеленке, либо там переодеваются, либо там стандартно полетели в Дубай, там плясали на какой-нибудь съемной яхте. Это все не имеет смысла. Надо вернуться к истокам, к истории, когда вот вспомните 80-х, какие видеоклипы снимались. Да, они, конечно, не было той технологии, но однако же эти видеоклипы были интересны, был смысл, была кульминационная какая-то изюминка, чего не хватает в наших клипах. Но я думаю, что вот даст Бог, благодаря моей программе я все-таки по зернышку соберу самых талантливейших, и все-таки мы с поддержкой Тони Синха поднимемся на один левел выше и действительно станем развивающей страной, которая, может быть, мы не создадим Болливуд, но мы можем создать Кейдживуд, к примеру, да? А так, уважаемые телезрители, давайте посмотрим вместе с вами сейчас этот видеоклип, и далее мы вернемся в студию. Жарықтандан артық түнді көрдің бі бір бүтін болған қырғызымды екі қылып бөлдің бі жүректе толған қосаларды ырға салып ырдайын молығып тұрған сезімдерді биге салып сунайын Ирчіні чайран ұрттағы лабар күйі түнді оққанша ырымды толық жеткізейін ашу шындық жұтқанша көңілді салып тұрғыла қазанда ет пышқанша сынған қылышымды алып шығамын сынған биге түшкенше Üşenip жас баладай ереңдеп кеткен жарадай Нөшірліп қана жашын төгіп қырғызым мыйлай Көңілім еш тарабай Қарсы жашын қарабай Жарадар бұғыдай асқадан түш албай қырғызым мыйлай
Вот такой интересный видеоклип был снят очень талантливым молодым режиссером Манасом. Мгм. Будем действительно надеяться, что соберется такая сильная каста и гида самых талантливейших, и мы, конечно же, совместно будем создавать шикарный проект, потому что действительно режиссерам надо родиться, недостаточно отучиться, им надо родиться с Мгм. талантом. Согласен. Далее все-таки я хочу вернуться к вашей семье. Мгм. Нас занесло в видеоклипы, но мне очень интересно про вашу супругу узнать и рассказать телезрителям. Почему? Потому что есть очень знаменитая пословица, что за успешным мужчиной всегда стоит сильная, мудрая женщина. Я с этим полностью согласен. Она у меня очень понятливая. Прям когда мы только начали общаться, когда начали встречаться, я ей объяснил, то, что у меня вот профессия такая. Возможно, будут окружать девушки. И если ты будешь ревновать каждый раз, если мы будем ругаться из-за этого, то лучше сейчас не будем общаться. Но я выбрал тебя, все, на других я вообще не буду смотреть. Ты должна это понимать. Ты мой выбор, и я уважаю свой выбор. Она такая, окей. Один раз было то, что в Инстаграме увидела одну девушку, на которую я подписан. Это кто? Я объяснил. Она такая-то, такая-то. Она моя знакомая. Я не могу от нее отписаться. Все. Она, все, окей, поняла, все. И по поводу этого мы никогда не ругаемся. Она очень понятливая. Она сама говорит, даже если... Есть такие девушки, жены, которые, если ты куда-то собираешься и хорошо выглядишь, они такие, а куда ты такой собрался? Для кого ты так? А у меня нет. Она такая, давайте вот это оденьте, пожалуйста, это прям так классно идет, и духи не забудьте, пожалуйста. И она сама, эта поддержка, это очень важно. И тем более для творческого человека. И мне с ней очень повезло, она прям... Как вы познакомились? Как это сейчас бывает в Инстаграме. Серьезно? Молодежь знакомится в Инстаграме. Мы как-то пересекались пару раз. Она у меня танцует, ну, то есть танцевала в группе моего друга Макса Тохтуналиева. Вот. Она там танцевала, и после того, как мы поженились, тоже она там танцевала, выступала. И она сама поняла. Она говорит, вот вы же у меня тоже такой певец, и я не хочу танцевать, быть под танцовкой других певцов, говорит. Это чуть-чуть принижает ваш статус, говорит. Она отказалась, сама отказалась от подтанцовки, но она также, получается, была в группе, она танцевала так отдельно, то есть с группой только, не за кем-то, а просто танцевали. Вот. Потом мы забеременели, потом она сейчас не танцует. В общем, вот. Это из уважения она к вам на «вы» обращается? Насколько я поняла. Я ей говорил, как тебе удобно будет, так и обращайся. Это все-таки воспитание. Да, я тоже Почитание мужа. Мне очень понравилось ваше высказывание о том, что ты мой выбор. И действительно, то есть не надо ревновать. Это высказывание одного из великих, не вспомню имя, но я слышала это высказывание у одного из актеров российской эстрады, который говорил, что я никогда не позволю своей жене плакать. Почему? Высоцкий. Потому что... Да, вот, Высоцкий. точно, это был Высоцкий. Я никогда не позволю своей жене плакать, да, потому что она мой выбор, и, соответственно, действительно, уверенный тыл дает действительно успех мужчине. То есть вы теперь не отвлекаетесь на ревности, на ее Да, сцены конечно. ревности, скандалы. Вы целенаправленно идете вперед, а то, что она вас еще и провожая и там оденет и обует, это действительно достойно уважения, прям аплодисменты вашей супруге. Да, Несмотря на ее молодость, она оказалась действительно очень мудрой. да. Но это, наверное, еще и благодаря тому, что вы изначально поставили все точки над «и». Возможно. Опять-таки, да, несмотря на ваш возраст, очень ощущение, что разговариваешь с человеком, который, ну, как минимум прожил лет 40. Потому что смысл есть в ваших словах, и действительно мудрость есть в ваших словах.
действительно достойно уважения. Я очень рада все, Спасибо. что вы действительно пришли сегодня в нашу студию. Я имею честь разговаривать с таким вроде молодым, внешне, но мудрым человеком Спасибо. внутри, в душе. Взаимно очень. Ну и давайте вернемся. Наверное, всех очень интересует момент. 10-й сезон, Мгм. юбилейный сезон. А почему вы решили поехать? Давайте начнем. Как проходил кастинг с самого начала? Вообще попасть на этот конкурс — это моя давняя мечта. Вот с первого сезона, то есть с первого сезона «Американского голоса» я хотел попасть на эту сцену. Но так как в Америку попасть трудно, ближайший голос — это российский голос, хотел туда попасть. И после выступления Кайрата Прембердиева в 2016 году на 5-м сезоне у меня прям это желание прям усилилось. Я хотел там выступить, хотел показать себя и проверить свои возможности. Вот. И потом как-то я решился в 2019 году отправить туда заявку. Я прошел. Меня пригласили на кастинг, который в Москве проходит. Вот. Прошел кастинг тоже. И там 2 этапа, на кастинге только 2 этапа. И я эти 2 этапа тоже прошел. И прошел на слепые прослушивания. А слепые прослушивания проходят 3 дня. И меня поставили на 3-й день под 24-м номером. по-моему. Это очень долго ждать получается. И на 3-й день, до моего выхода, когда 4 человека оставалось, команды набрались. Все уже наполнили свои команды по 12 человек. И я просто не успел выступить. Это было так обидно. Расстроился, потому что я такой путь проделал, да, и не выступил. Это ладно, если бы я там выступил и не прошел, это другое дело. Но я даже не выступил, не показал себя. Это было очень обидно. Потом, оказывается, те, кто не успели выступить, они остаются на следующий Сезон. Да, на следующий год. Только они теперь попадают на 1-й день съемок. Мгм. И в 2020 году тоже меня звали, и из-за того, что пандемия была, я не смог туда полететь. И в 2021 году опять же, Они вас вызвали. да, позвали, говорит: Адилет, вы прошли такой путь, вы должны участвовать, поэтому прилетайте. Я такой: окей, все хорошо. Туда полетел. Вот. И я сейчас подумал, и хорошо, что я тогда не выступил, оказывается. Потому что сейчас 10-й сезон, это золотой состав, состав, который нравится всем. Отзывы смотрю, и все такие: слава богу, что этот состав вернулся, самые лучшие, и мне повезло. А в прошлом сезоне Билана не было. Кого? Всех же не было, да, там совсем другие сидели. И вот, мне повезло то, что я попал на 10-й сезон. Although we've come to the end of the road, we belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? When I can't sleep at night without holding you tight. Each time I try, I just break down and cry. Pain in my head, oh, I'd rather кажется, be носитель dead. языка. Spinning around and around, although we've come to the end of the road. Still I can't Мелизматика аккуратная такая. Прикольно. Довела на мысль. It's unnatural. You belong to me. I belong to
Спасибо. Вот я, так и знал. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Так, что, откуда? Бишкек, Кыргызстан. 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 Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Адилет. Мне 30 лет. Адилет, 30 лет. Все сходится. Ну, я вас поздравляю в любом случае. Во-первых, это было очень крепкое выступление. Даже Диме показалось в какой-то момент, что вы носитель языка. Да. Настолько вы были свободны, органичны в этой музыке. И я очень рада, что вы в проекте. Даже несмотря на то, что я не повернулась. Что-то я не знаю, чем повернулась. Не знаю. Но в любом случае, зато теперь у вас и Благодарю. 3 прекрасных Спасибо. выбора. Спасибо. Трое, да? Я скажу, Да. что просто чистота жанра, удивительно в стиле все, великолепная мелизматика, тембральный окрас прекрасный. Содрал как надо. Да, произношение, я уж вообще молчу, все было здорово. Я еще сидел, долго ждал, потому что хотел какого-то еще подвига там наверху, но потом, А на чем? во-первых, зачем, а во-вторых, потом уговорил себя, так, волнение, перевернутые кресла, то сё, Там думаю, нет нафиг. наверху ничего, Лёня, он Основное- сказал точно как написано. Ну, Старик, молодцом, знаешь. Спасибо. Понятно, что вы максимально музыкальный человек. Хотелось бы, конечно, поработать. Интересно. Да. Это все? Это все. Один вопрос очень важный. Вот нас 3 человека, и мы все, каждый немножко сам по себе, знаешь, в то же самое время в проекте. В принципе, очень разнообразно можно с нами поработать. И с одним, и со вторым, и с третьим. Но ты должен себе сказать следующее. Вот мой тебе совет. Ты выбирай того, с кем ты, как ты думаешь, можешь сделать что-то еще другое. Потому что это ты делаешь блестяще. Замечательно. Но это маловато для того, чтобы двигаться по проекту. Давай, рискуй. На самом деле, я уважаю каждого из вас. Я очень счастлив тому, что вы повернулись ко мне. Я думал, хотя бы один, если повернется, а тут 3 человека. Это уже для меня большое достижение. Да. И, пользуясь случаем, я бы хотел бы посвятить эту победу своей маме, которая вложила в меня очень много. Да, спасибо, мама. Мне кажется, по духу, по моему характеру больше подойдет Дима Билан. В первый день слепых прослушиваний повернулось 3 жюри. Почему Билан? Это очень интересная история. Изначально я хотел попасть к Агутину. Я всегда, когда я смотрел шоу «Голос», я всегда хотел попасть к Агутину. И до того момента, как я допел песню на сцене, на той сцене, я хотел попасть к Агутину. И именно в тот момент, когда они развернулись и начали говорить, почему-то я выбрал Билана. Прям душа к нему потянулась. Я не знаю почему, но прям именно в тот момент я передумал. А до этого момента я всегда хотел к Агутину попасть. Почему, не знаю. И Агутин также так с обидой говорит, когда интервью давали, он говорит, почему-то в этом сезоне все те, кого я хочу к себе в команду, все идут почему-то к Билану. Это непонятно, говорит. Это, ну, может, Билан там изменился чуть-чуть в лучшую сторону. Да, там даже сами они сидели, получается, да, с судьей и говорили. Вы заметили тактику Билана? Он так вот небрежно сказал, говорит, наверное, поэтому Адилет и выбрал его, да? Ну что он так небрежно. А вы не жалеете, что вы попали в команду Билана? Нет, ни в коем случае. Расскажите, пожалуйста, вот это всегда остается за кадром, вот эта подготовка, когда вы сразу знали, с кем вы будете петь в паре? Ага. Да. Я не знал. Жеребьевка была? Нет, я не знал. А Билан со своими ассистентами, они знали, оказывается. Они сказали, вот когда мы на репетицию пришли, ассистенты сказали, Билан сказал, что вы вдвоем должны спеть. К другим они подбирали, там каждый попел друг с другом. Но именно я ни с кем не пел, и Флора ни с кем не пела. Прям они говорят, вы должны спеть вместе. Все, это решено. Потому что у вас у обоих есть энергия,
вы оба хотите там рвать, что-то делать там на сцене, вы свободные, поэтому вы подходите друг к другу, других вариантов мы не рассматриваем, они сказали. Каково это подготовка? Расскажите. Подготовка клево? С утра прям с самого раннего утра нет, нервы? не так, конечно. Мы на репетицию пару раз ходили, там спели. Потом я с Флорой один раз встретился в Москве отдельно. Мы попели чуть-чуть, потом я улетел в Бишкек. И все дистанционно было. Подготовка, ну как сказать, интересная подготовка на самом деле. Флора очень хороший человек, она душевный человек. И мы хотели изначально сделать такой номер, чтобы люди пересматривали и сделать яркий номер. Я думаю, что это у нас получилось. И изначально мы, когда друг с другом говорили, мы говорили друг другу, то, что не важно, кто пройдет, мы должны сделать хороший номер. Если я не пройду, то я, конечно, расстроюсь, но мы должны сделать эту задачу прям по полной. Вообще, смотря, да, вот ваш выпуск, когда вы пели в паре, Флора, она вот прям джаз, это Да. вот ее. Да. Но выйдя на сцену, я не знаю, почему она повела себя так. Может быть, потому что она как-то расслабилась. Вот вы действительно выжимали, вы зажигали на сцене, прям такой огонек, прям огонь свой. А Флора, она то ли это волнение, то ли это растерянность. Она начала хорошо, но концовки у нее как будто бы не хватило немножко жара, что, в принципе, и увидел Билан. Потому что я когда смотрела, я думала, однозначно выберут Флору, да, Билан. Но когда под конец она просто начала потихоньку сдавать, вот как будто бы фитиль закончился, вот как свечка, хоп. И вот в конце она действительно не дожала, не хватило. А вас, наоборот, вы начинали, вот вы как хороший тот Мерседес, потихоньку, и пошли в разгон. А она начала запал, и под конец у нее не хватило. Это я увидела и услышала в голосе. И когда уже пришло дело к выбору, я была уверена, что Билан выберет вас, потому что я увидела, как у Флоры не хватило, у нее закончился фитиль. Она много дала запала на старте, и вот к концу у нее не хватило немножечко. Но я знала изначально, что должна была выиграть она, потому что это ее стезя, Да. это вот ее. У вас такое более в стиле Майкла Болтона, такого, да? Ну, я не знаю, мне так показалось, что Майкл Болтон такой вот, как-то вам оно проще дается, оно ваше, оно легко дается. А вот в этом формате, конечно, вам я видела, что было сложно, но вы не подвели, конечно, и вы молодцы. Да. Don't worry, baby. Just come my name, I'll be there in a hurry. You
Адилет, Флора. Да, там все говорили, то, что вы прям в ноздрю шли, говорят. Ты прям зубами оторвал победу, говорили мне. Да, на последнем моменте вы просто выдернули Флору, и Флора, она как будто бы сдалась. И вот реально, как свечка горит, и в конце она потухла, и вот на последних нотах она не выжила до конца. Это прям чувствовалось. Ну, не знаю, я это ощутила. Я не знаю. Но вообще, да, дуэт шикарный. Да, Вам надо обязательно вдвоем что-то такое спеть. У нас есть в планах. Дай Чего? бог, я в Москву полечу и что-нибудь там Вы должны сделаем. с ней в паре что-то спеть, потому что то, что увидела команда Билана, я теперь поняла. Действительно, вот да, даже вот что-то вот в стиле времен Мэрилин Монро, вот что-то вот такое идет мне, да, что вот вы, наверное, что-то в таком, в гангстер-стиле что-то такое вспоете. Да. Вот что-то такое идет. Вообще, да, молодцы. Предстоящий третий этап, третий тур, конечно же, неизвестно, с кем вы будете выступать. Когда планируется? Когда мы должны сидеть все у экранов и молиться? Не говорят. Еще не говорят. Вот как скажут, так сразу полечу туда и отснимемся. Но вы, конечно же, не оставляете эти тренировки. Конечно, вы... да. Есть у меня уже одна песня. Я не могу говорить. Понятное да, дело. Не могу говорить, с кем я буду петь. Понятное дело. Вот. Но номер очень интересный. Там что-то новое мы придумали. Надеюсь, всем понравится. Да, я там, надеюсь, покажу весь свой потенциал. Очень часто в нашей программе прям какая-то традиция появилась, а в конце, по завершению интервью, зная то, как, будучи самой мамой, да, и я вижу, как у меня уже ребенок что-то напевает, когда я ему колыбельку пою, там, что-то там напевает, я тоже, конечно, хочу, чтобы мой ребенок, он развивался, и если он будет петь, я, конечно, буду гордиться. Давайте напутственную речь подобным мамочкам, которые не знают, они хотят, каждая мама хочет сделать своего ребенка талантливым и известным. Поэтому и на кружки водят, и в модельное агентство, и на танцы. Пожелайте что-нибудь мамам, дайте напутственное, потому что, несмотря на ваш возраст, я вижу, что вы, вы просто рожденный отец какой-то, с рожденным даром. Конечно, я еще не прожил такую жизнь, чтобы мои дети там... Со мной даже разговаривает. Она еще со мной даже не разговаривает, понимаете? Но я примерно представляю, что надо делать. Но это, конечно, может это все изменится, когда она подрастет. Но я убежден в том, что надо быть другом. И надо общаться. И тогда твой ребенок ничего не будет от тебя скрывать. И это самое важное. То есть важно то, что ребенок, если у него какие-то проблемы, чтобы он делился с тобой, а не с кем-то другим. С тобой, со своей мамой. Это очень важно. И я думаю, что надо уметь слушать своего ребенка. Слышать. Не слушать, а слышать. И если это все получится, то ты будешь знать, что этот ребенок хочет. И направить в правильное русло. Вот, надо... слушать ребенка и слышать, мне кажется. И для тех, кто хочет войти в творческую жизнь, то надо работать усердно. И мне когда-то говорили то, что, Адик, у тебя что-то не получается петь, может, ты чем-то другим займешься. Очень много раз мне такое говорили. И в этот момент, наоборот, это меня мотивировало, я хотел доказать им то, что я смогу. А эти люди, которые говорили, они сейчас, Адик, молодец. Мы в тебя верили. Да, вот, мы верили, я тогда еще заметил, что у тебя такой потенциал. Печально. Да, печально, но я этого и добивался на самом деле. Доказать им, что доказать они были им неправы. И доказать себе, в первую очередь. Доказать себе. Если бы у меня не получилось, я бы сказал, они были правы, оказывается. Я себе доказал. Они были неправы, оказывается. Вот так вот. Поэтому надо работать, надо развиваться во всех направлениях, мне кажется. Вот тогда и получится.
Я действительно с вами абсолютно согласна касательно того, что надо уметь слышать своего ребенка, потому что когда есть хорошая дружеская взаимосвязь между ребенком и родителем, ребенок никогда не поведется на плохую компанию. Почему? Потому что прежде чем пойти в плохую компанию, почему дети идут в плохую компанию? Потому что их не слышат дома, потому что их не понимают. Я же говорю, несмотря на ваш возраст, ощущение, что разговариваешь с человеком, который прожил как минимум лет 40, у которого как минимум 3 детей. Потому что, я не знаю, конечно, может быть, действительно это дано у вас, вот эта мудрость. Не по годам, знаете, мудрость и вот это вот философское понятие того. То есть вы только стали отцом, как 3 месяца, да? Но у вас уже есть философия, и уже простроили вот эту дорожку, да, как вы будете обстраивать дальше свои отношения с вашей замечательной дочкой. Уважаемые телезрители, вот такое замечательное интервью у нас сегодня получилось с Адилетом Дюймовековым. Желаем вам удачи. Я не сомневаюсь в вашей победе, потому что я вижу вот эту вашу упертость, я вижу, что то, что вы хотите, вы можете. Я уверена, что и в 10-м сезоне вы докажете, что вы лучший, с золотым составом, что вы и есть тот самый золотой голос, который... Я уверена почему-то. Вот поговорив с вами, да, и теперь я уверена, что вы победите. Победа будет за вами, и я буду с удовольствием ждать по завершении победы вас у себя в гостях. Спасибо вам тоже. Спасибо, что позвали. Зовите, всегда буду приходить. Всегда рад пообщаться. Уважаемые телезрители, спасибо большое за ваше внимание. Пожелаем удачи всем кыргызстанам, нашему кыргызстанцу, который своим талантом, опять-таки, да, еще один человек, еще один талант докажет миру, что у нас в Кыргызстане просто кладезь талантливых людей. До новых встреч!